Еще несколько часов назад этот пес охранял дом. Сегодня не было ни жилища, ни хозяйки. Слыхал, как что-то взрывалось. Не позвонили в пожарную. Я в огороде вот была, да, и слышу, это хлопок такой, выхожу, и оттуда уже сильный огонь. Женщина, которая там живет, она уже на улице была. Я говорю, что случилось? Она говорит, я зажигала, это котел, говорит, зажигала, и он взорвался. Пожар потушили минут. В обугленном доме остались лежать месячный ребенок и его 20-летняя бабушка малыша и младший брат погибли. Он в это время катался на велосипеде. Мы уже видели тут, уже подъехал пожарка и дым пробивали. Уже с утра на месте работали дознаватели. До них никто не заходил. Последний раз проверку котла и оборудования в третьем доме химиков провели в начале февраля. По словам начальника местной газовой службы, никаких заявлений о неисправности к ним тоже не поступало. Если хлопок получается, то и ни дверей, ни окон не получается. Но то, что здесь не было, просто, может, хлопнуло или что-то такое. Для дымохода. Все на месте стоят. Мы же не жили обновление, что здесь проживала семья с маленьким малышом. Говорят, что погремушки. Эксперты изымают объекты для пожарно-технической экспертизы, и только после нее станет предварительная версия пожара. Вместе с тем, Орский межрайонный следственный отдел уже возбудил уголовное дело, как применение меры по неосторожности двум и более лицам. Свою проверку начала и прокуратура. В момент организована проверка. Соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних включительно безнадзорности. Также будет оценка вопросы использования и эксплуатации оборудования. Следком говорит о предварительных причинах ранее были взяты вещдоки, абсолютно все действия проводили. Было известно и то, что Хаймуллиных находились в трудном финансовом положении, никто не работал, снимали знакомые платы. Семья была бедной, поэтому им не установили пожарный вещатель как малоимущим пожарного. Семья не находилась на этажном участке, не состояла. Вот в чем, вот это была замечательная семья, именно полученная памятка. Это было года 12 февраля. По словам главы поселения, пожарные вещатели в этом доме должны были установить контакт, не успели. Расставит пожарных несколько экспертизам, оказавшиеся в живых женщина и ее сын временно будут родственников. Дальше им подберут другое жилье, пообещал глава поселения. Как выйдут из войны, мы еще с ними поговорим. У них есть дом на печном отоплении. Может, его не ремонтируем и там поживут. Вопрос решим. Каждый из нас может поставить средства, чтобы помочь семье. Они не только бюджет, но и элементарных средств к существованию. Похороны Эльвины и маленького Карима стоят на завершение. Ренат Сафин, ТНВ, Рыбацкий район. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.